Благословенная Пятница. Праздник всех мусульман. Призыв к утренней молитве. Совершаешь, как обычно, свой намаз. Выполняешь вирды. Планируешь свой день. Думаешь, в какую мечеть пойдешь на пятничный намаз. Делаешь, в принципе, то же, что и каждую пятницу. И мало кто из нас задумывается о том, что это может быть последней пятницей. Последним днем в его жизни. Последним намазом. Последним шансом покаяться. А кто-то уже составил свой особый план на сегодняшний день. Коварный и жестокий. Кто-то решил не просто омрачить праздник всех мусульман мира. Чье-то заблудшее, мрачное, черствое сердце приняло гнусное решение лишить жизни другого человека. Ему это удастся. В пятницу, 23 марта 2012 года. Мухаммад Хаджи Абдулгафуров и Мухаммад Расул Магомедов в этот день с утра спешили в мечеть. Спешили исполнить свой фарз наилучшим образом, стремясь заслужить довольство Всевышнего. Далекие от всей мирской суеты, они вышли из дома, но обратно так и не вернулись. Господь Всего Сущего предопределил им в этот день особый путь, последний на этом свете. Мухаммад Хаджи Абдулгафуров, или как его называли Абдул-Гафур или Мухаммад Рахимуллах, известный ученый-богослов, имам города Буйнакск. В считанные минуты новость о его убийстве облетела весь Дагестан. В интернете появилась первая информация. В дагестанском городе Буйнакск был убит известный ученый-богослов, имам города Мухаммад Хаджи Абдулгафуров. Взрывное устройство было приведено в действие в тот момент, когда имам и его охранник шли в мечеть на утренний намаз. Самодельное взрывное устройство сработало сегодня утром около 6 часов на углу улиц Шамиля и Чкалова. Об этом РИА Дагестан рассказал представитель Следственного комитета Российской Федерации по республике. В результате взрыва на месте от полученных ранений погибли имам городской мечети и полицейский, которые следовали на утреннюю молитву. По данному факту возбуждено уголовное дело. Очень больно. Наверное, от того, что Абдул-Гафур или Мухаммад Рахимуллах был бесценным алмазом, уникальным человеком, каких немного. Не всякий, кто его знал, мог понять всю глубину веры, знаний, следования сунне пророка, алейхиссаляту вассалям, которыми он обладал. Абдул-Гафур или Мухаммад Рахимуллах был способен находить ответы на самые запутанные вопросы и выход из самых сложных ситуаций. Его острый ум, глубина знаний поражали всех, и простых мусульман, и алимов. В очередной раз в голове смешалось множество вопросов. Кто? Зачем? Почему? Как можно лишить жизни таких же людей, как и он сам? Зачем убивать алима, от которого так много пользы людям, светоча истинных знаний, наследника пророка, алейхиссаляту вассалям? Но все это эмоции. Разум же подсказывает, что каждому из нас в этом мире уготован свой путь и свой смертный час. Вспомните о пророке, алейхиссаляту вассалям. Сподвижники любили его больше всего на свете, были готовы отдать за него свои жизни и не представляли этот мир без него. Но Всевышний создал его человеком, и он в положенный час покинул этот мир. Вспомните слова Абу Бакра, ради Аллаху анху, которые он произнес тогда. Кто поклоняется Мухаммаду, пусть знает, Мухаммад умер. Кто же поклонялся Аллаху, пусть знает, он живой, не умирающий. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Таким людям, как Абдул-Гафур или Мухаммад Рахимуллах, можно только позавидовать. Он прожил достойную жизнь, призывая к религии Всевышнего Аллаха, и ушел от нас, чтобы получить удел у Господа своего. Но дело его не остановилось. И не остановится до судного дня. Ислам будет жить. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними и простит им грехи. И да не лишит нас бараката и шафаата праведников уммы пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Призываем всех братьев и сестер прочитать 1 Алхам и 3 Кульху и отдать вознаграждение пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, праведным халифам и всем шахидам, павшим на пути Аллаха. Аминь.